Алхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Как книга Аллаха влияет на сердца верующих? Мы с вами приводили аяты, где Всевышний сообщает нам, что его книга, благословенная книга, китабун анзальнаху мубаракун, книга, которую мы ниспослали, мубарак, то есть это благословенная книга. И эта книга, посредством этой книги Аллах наставляет нас на путь истины. Аллах ниспосылает нам свою милость. И также бушра лиль муслимин. Радостная весть сообщает нам радостную весть, что нас ждут милость Аллаха, прощение Аллаха и его райские сады. Также Всевышний говорит, сурату Сад, 29 аят, Ауду билляхи минаш шайтану раджим, китабун анзальнаху илейка мубаракун. Книга, мы ниспослали ее тебе, мубаракун. Это книга благословенная. Благословенная книга. Очень много бараката в этой книге. И для чего, Всевышний говорит, мы ниспослали? Лиядаббару аятихи. Чтобы они, люди, кому ты доведешь эту книгу, до кого ты доведешь эту книгу, чтобы они размышляли над ее аятами. Над ее аятами. То есть цель ниспосылания книги Аллаха, основная цель, чтобы мы читали эти аяты и, самое главное, не просто их зубрили, не просто их наизусть учили и повторяли. Это не какая-то считалочка волшебная. Так ведь? Это обращение Аллаха лично к тебе. Поэтому наша цель услышать, понять это обращение. О чем говорит Аллах в этом аяте? Лиядаббару аятихи. Чтобы они размышляли над его аятами. Валиятадаккара улул альбаб. И чтобы получили напоминание, опомнились те, которые обладают разумом. Поэтому разум, который Аллах нам дал, он очень важен и как в понимании религии, как в поклонении, как и в жизни. И те люди, которые пытаются объяснить, что в религии разум не нужен, да, они там все фанатики, конечно, это глубокое заблуждение. Коран не то, что как сказать, не уничтожает разум человека. Наоборот, Коран превозносит разум человека. То есть тот интеллект, то понимание истины, которого может добиться человек, этого, может быть, даже и в ангелах не будет. Поэтому ангелы пали ниц перед Адамом, а не Адам перед ангелами. Так ведь? Почему? Потому что у него глаза были красивее, чем у ангелов? А? Нет, конечно. Потому что он обладал тем знанием и тем пониманием, маарифа, истины, пониманием Аллаха, да, которого не было даже в ангелах приближенных. Поэтому Аллах говорит, улюль альбаб, то есть для тех, чтобы опомнились, обладатели разума. И чтобы размышлять, конечно же, чтобы мыслить, нужен прибор для мысли. То есть человек должен размышлять. Для этого нужен разум, для этого нужны мозги, ум нужен, сердце нужно. И если человек, например, глазами принимает истину, видит эти буквы, ушами, слухом он слышит истину, да? Например, помогает органам тела, руками, брать на себя, взять там мусхаф, открыть эту книгу, ногами помогает дойти до куда-то, до мадраса, до устаза, до мечети. Все органы, они участвуют в поисках истины. Конечно, разум тут важнее всего. Конечно, важнее всего здесь разум.
Потому что та информация, которую ты получаешь из этого аята обращения, ты должен это все переварить, ты должен размышлять. Поэтому, чтобы они размышляли над его аятами. Также Всевышний говорит, суратуль Исра, 9 аят. «Инна хадал Кур'ана», воистину этот Кур'ан, яхди, указывает, лилляти хия аквам, указывает к тому, что является самым правильным. Не просто на что-то правильное, да, а на то, что правильнее чего быть не может. На самое правильное. Аквам. Ваюбашшируль му'минин. И Коран радует верующих, аллазина я'малуна салихат, верующих, которые совершают благодеяния, анна лахум аджран кабира. Он радует их тем, что их ждут великие награды, большие награды за то, что они совершали, за то, что они уверовали, самые первые условия, и второе, за то, что они совершали эти благодеяния. Суратуль Исра, 9 аят. Также Суратуль Исра, 82 аят. Аллах говорит, «Вануназзилу минал Кур'ани», и мы не спосылаем из Кур'ана, в Кур'ане, то, ма хуа шифаун, то, что является исцелением, шифа. Ма хуа шифаун, ва рахматул лиль му'минин, то есть мы не спаслали в Коране то, что является исцелением и милостью для кого? Для верующих. «Валя язиду залимина илля хосара», и мы не прибавим ничего беззаконникам, кроме хосара, убытка. То есть люди, которые пребывают в неверии, залимы, беззаконники, конечно же, Аллах прибавит им только убыток. Также сурат Каф, 37 аят. Всевышний говорит, «Инна фи залика ля зикра». Воистину в этом, то есть в описании Аллаха, ля зикра, большое напоминание, большое, великое напоминание. Для кого? Лиман кана лаху кальб. Для того, у кого есть кальб, у кого есть сердце. То есть для того, у кого еще сердце живое. То есть в нем есть иман, оно живое. Лиман кана лаху кальбун ау алка сам'а ва хуа шахид. Или же тот, кто присутствует. Сурат Каф, 37 аят. И таких аятов много. Их много. Если всех перечитать, надо несколько лекций. Да? То есть аяты, которые указывают на то, что ради чего Аллах не спаслал нам книгу свою. И вот эти аяты, несомненно, являются обращением Господа миров к своим рабам. Так ведь? Поэтому в этих аятах мы находим исцеление. Исцеление для верующих от всех болезней. От всех болезней души, будь то это куфр, многобожие, один из страшнейших болезней, да? Будь то это ширк, многобожие, когда люди вместо того, чтобы поклоняться единому Создателю, они ищут для себя ложные, придумывают ложные божества, которые даже услышать их не могут, которые самим даже себе не могут помочь. Поэтому это болезнь, ширк. И вот эти примеси ширка – это болезнь. Это болезнь, и многие люди страдают этой болезнью. Особенно те, которые пребывали в ширке, которые годами, может быть, поклонялись чему-то, уповали на что-то, кроме Аллаха. Да? Им очень тяжело. Это пусть Аллах шифа даст. Поэтому Коран как раз лечит вот эти все болезни. Излечивает эти болезни. Это высокомерие, когда человек горделиво превозносит себя, это как болезнь того же фараона. Ведь на самом деле фараон, он страдал этой болезнью, высокомерие его погубило. Он своими глазами видел
чуть меньше 10, 9 чудес, с которыми пришел Муса, алейхиссалям. Они это все видели. Их сердца, их глаза, их сердца это все приняли, но то высокомерие, которое сидело в них, оно не позволило им признать, объявить то, что их сердца уже приняли. Они прекрасно это видели, что Муса, алейхиссалям, и то, с чем он пришел, вот с этими чудесами, когда все воды превратились в кровь, когда на них нахлынула армия саранчи, жаб, вшей, это все они видели. И они видели, как Аллах избавлял их после того, как Муса, алейхиссалям, обращался к Аллаху. Но поэтому Аллах говорит, их сердца, они убедились в истинности, но высокомерие. Поэтому вот Коран, он лечит вот эти все шубухат, все эти сомнения, лечит шахават, страсти. Потому что очень большая преграда между истиной и сердцем – это шахават, это страсть. Страсть человека к дунье, чрезмерная любовь к дунье, к богатству. Да? То есть многие, они и пришли бы к истине куда кратчайшими путями, но их страсть мешает. Они боятся лишиться власти, они боятся лишиться имущества и так далее, и так далее. Упустить вот эти все наслаждения, которыми они живут. Вот это все лечит Коран. Да? И Аллах Тааля сделал книгу Аллаха радостной вестью, то есть вестник для верующих, милость для миров. Милость для миров, не только для верующих даже, а для всех людей, для всех животных, потому что то, с чем пришла религия, альхамдулилля, эта религия благотворно влияет не только на мусульман, потому что мусульманин, он как не ворует у мусульманина, он также не ворует у немусульманина. Трезвый сосед, он нужен не только мусульманину, так ведь, а и не мусульманину, потому что не все же алкаши, так ведь. Поэтому вот это все, это то, с чем пришел Коран, как милость для миров и так далее, и так далее. То есть можно повторять это до конца. И вот, давайте посмотрим, о чем же говорит книга Аллаха. Потому что мы с вами разговариваем о том, как Коран влияет на сердца людей, как Коран лечит наши недуги, наши сердца. Тот, кто читает книгу Аллаха и обязательно вникает, старается вникнуть в смысл тех аятов, которые он читает. Да, может быть, во время Рамадана, когда мы себе ставим цель прочитывать каждый день побольше аятов, да, побольше страниц, побольше джузов. Конечно, здесь, может быть, не все успеют смотреть, пересматривать, о чем говорится в этих аятах, да, но нужно взять себе в привычку. Когда мы читаем книгу Аллаха, нужен для нас, особенно мы не носители арабского языка, да, для нас тяжело понять без тафсира, без перевода. Поэтому нужно привыкать книгу Аллаха изучать именно с тафсиром, именно с переводом. И понимать, о чем речь в этих аятах. И я всегда это говорю, все суры, которые мы привыкли перечитывать в наших намазах, обязательно надо знать их тафсир. Если ты читаешь книги в Магриб, там, «Аль-хакумут такаthур, хатта зуртум аль-макабир», ты должен понимать, о чем эти слова. «Аль-хакумут такаthур». То есть завлекло вас страсть к приумножению, то есть люди гоняются за благами, так ведь? «Хатта зуртум аль-макабир», и пока вы не достигли своих могил, то есть только смерть остановит от этого увлечения. Поэтому сура Фатиха, это любой мусульманин обязан знать, о чем там речь, чтобы во время чтения слов «Ияка нахбут ва ияка настаин», когда ты присягу даешь Аллаху, да, «О Аллах, тебе только мы поклоняемся, и у тебя только и спрашиваем помощи», ты должен понимать, о чем речь. Вот. Поэтому мусульманин, который читает книгу Аллаха и размышляет над его аятами, он найдет в книге Аллаха такие знания, которые
будут укреплять его сердце, укреплять его иман, укреплять его любовь к Аллаху. То есть чем больше мусульманин читает, вникает в аяты, тем больше у него будет любовь к Аллаху. Потому что это есть причина ниспосылания Корана. Так ведь? Потому что он находит в Коране своего собеседника. С кем он беседует? Он беседует с Творцом. Он беседует с царем. Он слушает слова царя, которому принадлежит все царство. Аллах, Маликуль Мульк, Он обладатель всего. Вот все, что мы видим, все, чего мы не видим, да? Обладатель всего этого, создатель всего этого. И обладатель всего этого кто? Аллах. Мы имущество Аллаха. Мы создание Аллаха. И мы есть только потому, что Он нас создал. Так ведь? И все, что у нас есть, у тебя там в Тиньковской карте, Альфа, все это Аллаха. Все ты сам, твоя клетка, твоя супруга, твои дети, это все принадлежит Аллаху. Мы все от Аллаха и к Нему вернемся. Так ведь? Валягуль хамду куллю. И вся хвала Аллаху. То есть тот, кто читает книгу Аллаха, он находит там царя, вседержителя, которому принадлежит все. Да? Валягуль хамду куллю. И все, и вся хвала Ему. Все создания на небесах, на земле. Мир ангелов, огромный мир ангелов, который мы не можем представить себе, какой он огромный. Мир джиннов, мир животных, мир птиц, мир насекомых, мир растений, мир океанов, морей, рыб, моллюсков. Все восхваляет единого Аллаха. Листочки на деревьях, все они восхваляют Аллаха. Солнце восхваляет Аллаха. Каждая звезда восхваляет Аллаха. Поэтому не надо думать, если ты высокомерный, не хочешь восхвалять Аллаха, значит другие не будут Его восхвалять. До тебя все восхваляли Аллаха, и после тебя не будут восхвалять Аллаха. Аллах не нуждается ни в ком. Поэтому вся хвала принадлежит Аллаху. Азимматуль умуру куллюха бияди. И все, что происходит, все в Его руках. Все, что происходит, все в Его руках. Все исходит от Него. Потому что так же, как мы с вами являемся созданиями Аллаха, все, что Его создания совершают, любые действия, да, это биение сердца, это вдох и выдох, это моргание глаз, вот эти действия, они тоже являются созданиями Аллаха. Все твои слова – это создание Аллаха. Ты говоришь, потому что ты говоришь, и Аллах создает эти слова. Все твои действия, ты встал, твое вставание, этот процесс в природе, да, на земле, физики могут по-своему это объяснить, да, но это все создание Аллаха. Поэтому Аллах создал твое вставание, твое сидение, твое лежание, твой сон, все это создание Аллаха. Даже твои грехи – это создание Аллаха. Даже твои благодеяния, твои действия – это создание Аллаха. Поэтому все абсолютно исходит от Него. То есть, как мы понимаем, исходит от Него? Ничего не может произойти, кроме как по воле Аллаха. Кроме как соизволения Всевышнего Аллаха. И все исходит от Него, и все возвращается к кому? Все возвращается к Аллаху. Все возвращается к Аллаху. لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته. И любая часть, никакая часть из Его царства не может скрыться от Него. Не может скрыться от Него. То есть Аллах Тааля видит, знает каждую мельчайшую часть своего царства. И ни одна часть где-то там, наверху, внизу, там где-то, то, что мы с вами внутри этого царства, да, ни одна из частей, даже мельчайших частей его царства не может от него скрыться. Не может от него скрыться. Алиман бима фи нуфуси абиди. Аллах, знающий
все, что в сердцах, все, что хранят у себя внутри его рабы. Аллах знает все, что мы знаем, потому что мы знаем, потому что Он нам это дал. Аллах знает все наши мысли. Аллах знает все наши чувства, кто о чем думает, кто о чем знает, кто намеревается что делать. Все, Аллах Тааля все знает о нас, все наши чувства. Любовь, ненависть, зависть, ревность, высокомерие и все остальное. Аллах все это знает. Все, что мы храним у себя внутри. Так ведь? Аллах Тааля, Ему ведомо все, что явное и все, что скрытое. Для Него нет разницы. То, что скрывают Его создание, то, что показывает явное. Мунфаридан битадбириль мамляка. Аллах один управляет всем царством. Ему не нужны помощники, Ему не нужны министры, Ему не нужны какие-то там заместители. Аллах один управляет всем своим царством. Ясмау ва яра. Аллах все слышит, Аллах все видит. Его слух, Он абсолютен. Его видение, то, что Он видит, басир, Он абсолютен. Вот Аллах и меня наделил зрением, да? Но я вижу то, что до столба, а за столбом, кто там спит, я не знаю, да? Или не спит, я не вижу. Мы люди, у нас ограничено все, у нас слух ограничен. Когда 3 детей подойдут к тебе, и все начнут хором о чем-то говорить, мы его останавливаем и говорим, давайте по одному, чтобы я вас понял, услышал. Пусть 7-8 миллиардов, только людей, мы других оставим, да? Если они хором в 1 секунду начнут у него просить, все, он услышит всех, он увидит всех, потому что его слух, его зрение, оно абсолютно. Так ведь? Ваюхты ваямна. Аллах тот, кто дает. Аллах тот, кто дает. И Аллах тот, кто лишает. Кому-то Он дает. И поэтому оно у Него есть. А кому-то кого-то Он лишает. И поэтому у Него нет. Почему у Него этого нет? Потому что Аллах Его этого лишил. Почему этого лишил? Это другой вопрос. Так ведь? Ваюфибу ваюакиб. Аллах тот, кто вознаграждает за твои благодеяния. Мусульманин делает добро, совершает поклонение и ждет только от кого? Воздаяние от Аллаха. И Аллах тот, кто вознаграждает, и Аллах тот, кто наказывает. Юакиб. Аллах тот, кто наказывает за наши грехи, за наши злодеяния. Аллах наказывает. Ваюкриму аюхин. Аллах тот, кто проявляет свою щедрость, возвеличивает его, и тот, кто унижает. Ваяхлюку ваярзу. Аллах тот, кто создает. Мы, читая книгу Аллаха, мы понимаем, во многих аятах Аллах говорит то, что Он является единственным создателем. Создателем небес и земли, создателем всех творений. Все, что есть, оно есть только потому, что Аллах его создал. Так ведь? И даже наши действия, наши слова, каждая наша буква, которую мы языком выговариваем, там происходят какие-то там движения, да, что-то соприкасается с чем-то, с небом, с языком, с зубами, с верхними зубами, с нижним, у кого-то там, может быть, что-то не получается, какие-то буквы, да, вот это все создание Аллаха. Поэтому Аллах создает. И ваярзук, и Аллах дает пропитание. Каждое его создание получает свое пропитание. Даже его враги, Иблис, шайтан, они живут только пропитанием Аллаха. Поэтому, когда Аллах распределил арзак, пропитание рабов, Иблис спросил: о Аллах, а где мое пропитание? Потому что он, хотя и враг Аллаха, он понимал, что ар-разак только один Аллах. Так ведь? И поэтому он спросил: а где мое пропитание? Аллах тот, кто создает, и тот, кто дает ризк. Так ведь? Ярзук. Ваюмит. Ваюхи. Аллах тот, кто умерщвляет, и тот, кто оживляет. То есть человек родился, у него есть душа, потому что Аллах его создал и дал ему душу. Аллах забрал душу, и он умер.
Он умер. Почему? Потому что Аллах забрал его душу. Поэтому юхьи ва юмит, ва якдиру ва якда, ва якды ва юдаббир. И Аллах Тааля тот, кто предопределяет. Предопределяет. И Аллах тот, кто приводит в действие это предопределенное. Када. То есть все. Вот оно настало, время, которое Аллах предопределил. И вот оно свершилось действие. Человек или родился, или умер, или лишился чего-то. Потому что это было предопределено, и Аллах решил вынес решение. Ваюдаббир. Аллах тот, кто управляет. И когда мы читаем книгу Аллаха, мы видим, как Аллах призывает своих рабов. Призывает своих рабов и указывает им на то, вот к чему Аллах призывает нас в книге Аллах. Аллах призывает нас к тому, в чем счастье наше. Коран. Аллах через Коран, через аяты, Он призывает нас только к тому, где наше счастье. И поэтому на пути Аллаха, когда на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обрушилось огромное количество испытаний, да, люди начали, враги начали насмехаться, что вот религия сделала тебя таким несчастным. Да, Аллах не спаслал суру Таха, и в суру Таха Он сказал: «Ма анзальна алейкал Кур'ана литашка». Мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты был несчастным. То есть Коран это счастье, любой аят это счастье. Наши обязательства, фарзы, ваджибат, которые мы совершаем, и даже если после этого получаем какие-то испытания, мы должны понимать, что в этом счастье. Коран всегда призывает нас, через Коран Аллах призывает нас к тому, где наше счастье. Аллах не просто нас призывает, Он заинтересовывает нас. Он не просто говорит: вот делайте это и все. Нет, Аллах говорит: вот если сделаете это, вот в раю вас ждет вот это, вот это, вот это. Аллах описывает рай. Вот будете гнев свой, сможете обуздать, вот там в судный день встанете и будете гури себе выбирать. Это же Аллах Тааля, то есть Он заинтересовывает нас. Поэтому вот это есть книга Аллаха, и вот это все видим мы. Также Аллах через свою книгу, Он что делает? Он предостерегает нас. И говорит: вот здесь вот этого не делайте, потому что в этом ваша погибель. Народы, которые сделали это, вот они закончили тем-то, тем-то, тем-то. И это то, о чем говорит нам Всевышний Аллах в книге. Ну, иншаллах, продолжим. Субханак Аллахумма бихамдик. Шаду алла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.